Всем привет, меня зовут Ева Чехова, я приветствую вас на канале Аромакод. Сегодня у нас очень актуальная подборка для лета, это освежающие алкогольные коктейли. Они не только подарят вам заряд отличного настроения в любой день недели, но и будут хорошо освежать в жару. Подписывайтесь на наш YouTube канал, если вы этого еще не сделали, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео, и мы начинаем обзор. Первый аромат – это работа Килиана Хеннесси и парфюмера Франка Фелькля. Выпущен в 2020 году, это относительная новинка. Аромат называется Roses on Ice. Это новинка, как я уже сказала, причем какая спорная новинка. Вышли два аромата, одновременно Angel's Share и Roses on Ice. И это очень спорные ароматы, они посвящены двум великолепным напиткам. Это джин и коньяк, выпускаются они в бокалах, якобы бокалах в стиле ар-деко. Вот этот аромат, у него есть, знаете, вот как черное и белое, либо я люблю, обожаю, какой прекрасный аромат, либо какой ужас, мне он пахнет моноогурцом и больше ничем. Лайм, огурец и ягоды можжевельника в верхних нотах, я, честно говоря, все слышу, я вообще не могу разложить этот аромат на ноты. Я слышу и сандал, и мускус, причем они добавляют сухость, ту самую, которая нужна джину. Многие здесь слышат водку, но я, честно говоря, водки не слышу. Я слышу чистый джин, причем он сухой, как нужно. Великолепное сочетание огурца, кубиков льда. Вы действительно слышите здесь что-то холодное. И ягод можжевельника все это придает выверено, максимально четко и тонко. Абсолютно все здесь. И вот он резкий, только в верхних нотах, буквально первые 10 минут. Вы слышите яркий аромат огурца, еще вот опять же кто-то слышит водку, я слышу джин, что-то алкогольное. Но затем он успокаивается, в средних нотах находится роза сантифолия, я розы здесь не слышу вообще, совсем, но слышу можжевельник, сандал и мускус. И как только первые резкие ноты уходят, появляется очень много ароматов дождя, после дождя, леса и растущих возле воды или у реки где-то каких-то растений. Все это очень прозрачно, тонко, чисто. Мне этот аромат нравится, я могу его носить куда угодно и точно могу сказать, что это аромат на все случаи жизни. Он достаточно яркий для того, чтобы его надеть на встречу, но достаточно спокойный для того, чтобы быть повседневным. Стойкость выше 6 часов, в жару, естественно, это будет 3-4 часа, но этого будет достаточно, аромат можно обновить, шлейф средний. Следующий аромат — это тоже творение Килиана Хеннесси, аромат называется Vodka on the Rocks, выпущен он в 2014 году, относится к группе фужерные пряные. Кардамон и кориандр находятся в верхних нотах, ландыш и роза в средних, вот это как раз аромат про ландыш в том числе, дубовый мох, сандаловое дерево и амброксан. Аромат был создан брендом в знак уважения к русской культуре. Мало какой вообще штамп о России настолько популярен, как мороз и водка, ну разве что медведи и балалайка. И когда Килиана Хеннесси спросили, почему же он выбрал настолько нерусский способ пить водку, ну, то есть водка со льдом в большом бокале, он говорит, что это просто мой любимый способ, поэтому собственно и аромат такой. Причем самое интересное, что это чисто западное изобретение, пить водку со льдом, потому что в большом бокале это как раз смакуется, пьется очень медленно. Такой способ для водки не подходит. Так же, как и для виски, хотя все американцы пьют виски со льдом, вот чисто их изобретение. Аромат получился, на мой взгляд, прекрасным. Здесь есть морозность той самой водки, причем многие говорят о том, что аромат нужно носить в мороз. Но я его носила в жару 28-30, и он раскрылся потрясающе. Появились зеленые ноты, кислинка и даже можжевельник, который здесь не заявлен. Возможно, так сыграли дубовый мох и сандаловое дерево. Был какой-то красивый очень подтон хвои. И несмотря на то, что аромат называется водка, пахнет он чисто, немного мыльно, но для меня он не уходит в мыло, просто какой-то чистый подтон, причем пахнет довольно воспитанно, поэтому подойдет и мужчинам, и женщинам, носить можно куда угодно, на каждый день. Стойкость будет
средняя, где-то 4-6 часов, в жару 3-4 часа, но честные 3-4 часа она продержится на коже, на одежде дольше. Шлейф, если будет ветреная погода, я ощущала дальше вытянутой руки, аромат, как я уже сказала, в жару раскрывается великолепно. Еще один аромат, кстати, тоже посвященный России и Москве в частности, Moscow Mule Juliet Has a Gun, выпущен аромат в 2017 году, относится к группе цитрусовые фужерные. Итак, название коктейля Moscow Mule, московский мул, сейчас его можно встретить в очень многих барах, ресторанах. Это коктейль из русской водки, имбирного эля и лайма. Я слышу очень четкий старт, цитрусовый, здесь есть и бергамот, и лайм, и это однозначно чувствуется. Появляется ощущение, будто правда что-то шипучее с цитрусами налили в бокал, положили туда лед, и это очень освежает. Имбирь находится в верхних нотах, собственно, имбирный эль пытались воспроизвести. Я слышу горчинку, не могу распределить это как-то на ноты. Яблочные эссенции и жасмин находятся в средних нотах, но я слышу яблоко практически сразу, буквально через 2 минуты. В базе находятся молекулы нарлимбанол, амбритолит и амброксан. Нарлимбанол – это компонент фермениш, он очень мощный, диффузный, поэтому шлейф будет ощущаться, но при этом это ноты табака, какао и старых книг, либо чего-то такого старого, немного потертого, возможно, вы это будете ощущать только к базе. Амбритолит тоже очень мощный и тоже диффузный, но здесь как раз фруктовые ноты и ягодные оттенки. Поэтому, несмотря на яркий, очень яркий цитрусовый старт, здесь есть и бергамот, и лайм, и имбирь, через минут 10 он уже успокаивается и появляются легкие оттенки табака, будто курит где-то кто-то в стороне. Ноты какао, я бы сказала, что это скорее какая-то сухая шоколадная нота, которая придает ему оттенок и свежести, и при этом сладости. Аромат очень красивый, шлейф будет короткий, стойкость 4-6 часов, носить можно куда угодно, но особенно классно будет раскрываться в жаркую погоду. Следующий аромат от Atkinsons of London называется Mint and Tonic, выпущен он в 2018 году, относится к группе «Зеленые». В релизе говорится о том, что это дух лета, что это ароматы цветущей герани напополам с мятой, причем герань чуть пыльная, которая уже запылилась и немного устала, скорее герань в июле. При этом я, например, слышу довольно отчетливо лайм и мандарин, которые находятся в верхних нотах, и это прекрасно. Для меня это влажная с лимонным соком мята, очень яркая, скорее больше лимона, чем мяты, и горьковатый ледяной тоник. Настолько передано название четко, я ощущаю здесь и тоник, и бокал со льдом, и действительно какой-то дух лета, прекрасное настроение. Герань я слышу позже, причем здесь появляется кедровый подтон, появляется подтон грейпфрута тоже позже. И все вместе создает великолепное сочетание. По мне, то, что сейчас делает Atkinsons, можно назвать классическим. Это некий офисный одеколон, который можно носить куда угодно, на встречу, носить вечером, нанести его утром, как, это вариант для мужчин, как лосьон после бритья, возможно, просто на какие-то точки, и к вечеру вы уже не будете его ощущать, он продержится на коже где-то 4-6 часов и позволит вам сочетать его с другим парфюмом. Следующий аромат это Don't Tell Jasmine от Vilgate Perfumery, относится к группе цветочный, выпущен аромат в 2017 году. По признанию своих создателей он символизирует искренние, несдержанные чувства, эмоции, мечты. Я могу сказать, что я очень люблю эту марку. У меня есть в ней любимчики, это Dear Polly или Morning Chess, я их обожаю, причем Dear Polly я могу носить летом в прохладную погоду, он мне вообще нисколько не мешает и всех восхищает, я бы сказала. Вот этот аромат, и каждый новый аромат, который я узнаю от этой марки, он мне очень нравится. Я не могу сказать, что я буду все ароматы носить, но однозначно это то, что стоит попробовать. Вот этот аромат, вначале кажется, что это моноаромат жасмина, причем здесь нот немного. Лимон и кир рояль находятся в верхних нотах, жасмин в средних
и в базе находится мускус. Но я слышу все наоборот. Вначале это жасмин, причем, как я уже сказала, кажется, что это моноаромат жасмина, но это настолько прекрасный жасмин. Он прозрачный. Я бы не сказала, что он очень тонкий, вы его точно ощущаете, но при этом он не замыливается, никому не мешает, он не удушающий, в нем нет ничего горького. Это просто прекрасный аромат жасмина, за счет чего его можно наносить вообще постоянно. А вот тот самый Кир Рояль появляется только минут через 20, по крайней мере я его начинаю слышать. Появляется легкая кислинка черной смородины. Кир Рояль, очень многие путают его с коктейлем Кир, собственно, таким же самым. Кир Рояль — это шампанское с черносмородиновым ликером, а Кир — это белое сухое вино с черносмородиновым ликером. Собственно, оттенок должен быть искрящийся, если это говорить о шампанском, да, либо это может быть черная смородина. Вот я отчетливо слышу черную смородину, но минут через 20 у меня поменялись местами верхние и средние ноты. Я слышу сначала жасмин, а затем черную смородину, и мне этот аромат нравится. Я считаю, что его можно носить в любое время года, он не только для лета. Летом он будет хорош за счет яркого старта и за счет того, что жасмин нежный, мягкий и вообще не удушающий, он будет прекрасно раскрываться. А вот зимой вы почувствуете все грани этого цветка, потому что черная смородина, скорее всего, уйдет на второй план, но все будет зависеть от индивидуальности кожи. Стойкость у аромата средняя, часов 6 будет на запястье держаться, на коже, на одежде, естественно, дольше, но не запредельная, не неделю, это факт. Шлейф будет средний, если это будет ветреная, прохладная погода, то дальше 2 метров. Носить можно куда угодно, но особенно он будет прекрасен для каких-то встреч или для того, чтобы поднять себе настроение. На сегодня это все. Мы подобрали для вас 5 ароматов, которые подарят вам хорошее настроение, а также будут освежать в жару. Это алкогольные коктейли. На нашем сайте aromacode.ru вы можете выбрать пробную версию любого аромата, поносить и понять, насколько он подходит именно вам. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии, пробовали ли вы или носили уже, возможно, какие-то из этих ароматов. Нам будет очень интересно почитать. Увидимся с вами в следующих выпусках.